Наш эфир продолжает брифинг по кормозаготовке. Узнаем о текущей обстановке в республике. Предлагаем послушать. Михаил Викторович, здравствуйте. Как идет кормозаготовительная кампания в республике? Добрый день. Да, сегодня по оперативным данным Министерства сельского хозяйства нашей республики заготовлено всего 375 479 тонн сена, что составляет 82% от годового плана. Силоса заготовлено 20 696 тонн, что составляет 77% от годового плана, и сенажа 7,5 тысяч тонн, что составляет 50% от годового плана. Сегодня хотел бы отметить ряд улусов, которые выполнили план, значит, 80 и более процентов, но здесь бы хотел бы выделить Вилюйский район, который практически выполнил план на 100%. Остальные, значит, ряд улусов — это Верхневилюйский, Амгинский, Таттинский — более 90%, Нюрбинский, Меганокангаласский, Ленский, Хангаласский, Намский районы, они более 80%. Далее хотел бы отметить ряд улусов, которые сегодня отстают в связи с объективными и субъективными причинами. Это в основном касается Тампонского, 38%, Уселданского, 59%, ну и ряд улусов, которые только, значит, выполнили план более 60, в районе 70%. Сегодня Министерством сельского хозяйства и рядом органов исполнительной власти ведется работа по приобретению, значит, и доставке кормов сена в Республику Саха-Якутия. С учетом эпизодической ситуации в Амурской области, в Забайкальском крае, значит, и в ряде субъектов Российской Федерации, что касается в основном по африканской чуме свиней, поэтому будем принимать решение об ограничении завоза грубых кормов в Республику Саха-Якутия. Все муниципальные образования, которые выполнили план по заготовке сена более 80%, им вообще не будет доставляться. Будем принимать решение, значит, принятия внутри улусов и межулусных заставок. В основном будут приняты решения только по Уселданскому, Тампонскому, ряде наследников Чурапчинского и Аймеконского района. По остальным муниципальным образованиям завоз из данных субъектов Российской Федерации мы ограничим. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по кормозаготовительной кампании, а мы продолжаем. В эфире новости на телеканале «Якутия-24», в студии Надежда Саханская. Сначала о темах этого выпуска. Место пусто не бывает. В Нерюнгри приехали 7 новых врачей. Особенности национального образования. В учебных учреждениях Якутии проходят съемки фильма. Церковный праздник. Сегодня в России отмечается Рождество Пресвятой Богородицы. На 21 сентября выявлено 170 новых случаев коронавирусной инфекции. Так, в Якутске зафиксировано 102 случая. В Нерюнгринском и Сунтарском по 7 заболевших, в Алданском 6, в Хангаласском 5. В Вилюйском, Ленском, Мегинокангаласском и Усть-Алданском районах по 4 случая. По 3 случая зафиксировано в 5 районах республики. В Амгинском и Булунском районах по 2 заразившихся, еще в 8 районах Якутии по 1 заболевшему. Острая нехватка медицинских специалистов как узкого, так и широкого профиля давно тревожит нерюнгринцев. Но за период август-сентябрь этого года в Нерюнгри приехали 7 новых врачей. О работе медиков на новом месте узнавали наши коллеги. Уже приступили к своей работе 2 терапевта, 2 хирурга, врач-рентгенолог в отделении лучевой диагностики, врач по рентгено-эндоваскулярной диагностике и лечению, а в роддоме появился новый акушер-гинеколог. 4 врача приехали с целевого обучения. 1 по приглашению руководства Нерюнгринской центральной районной больницы. 1 специалист самостоятельно вышел на работодателя, а 1 врач приехал по международной программе переселения соотечественников. Я слышал про программу 5 лет назад. Здесь работают мои коллеги. Я хирург, врач-хирург. У меня опыт 10 лет. В данное время приехал сюда, в Нерюнгрю. Здесь работаю уже 1,5 месяца.
По муниципальной программе всем врачам предоставляется первоначальный взнос на погашение ипотечного кредита. Но эта программа будет пересмотрена. В следующем году по новой муниципальной программе будут выкупаться квартиры для врачей, и спустя 3 года исправной работы по заявлению врача ему будет выдан 1 миллион рублей. Также в условиях этой программы прописано, что если он 10 лет у нас работает, то он эту квартиру, которая была предоставлена, сможет приватизировать. Кроме этого, еще Министерство здравоохранения по поручению главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия сейчас разрабатывает меру поддержки по выделению 1 миллиона рублей для врачей и 500 тысяч рублей для фельдшеров по аналогии с программой «Земский доктор». Несмотря на хороший уровень заработной платы и все условия привлечения врачей, на сегодняшний день в Нерюнгринской центральной районной больнице и поселковых медицинских учреждениях остается еще 67 вакантных мест. Ирина Кичигина, Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. Сотрудники ГИБДД города Якутска начали активные мероприятия по профилактике и предотвращению аварий на дорогах с участием несовершеннолетних детей. Так, ежедневно проходит патрулирование инспекторов вблизи общеобразовательных организаций, классные часы на тему безопасного поведения на дороге и проведение акции «Пешеходы на переходе». В рамках проекта сотрудники ГИБДД совместно со студентами отряда правопорядка ДПС СВФУ патрулируют оживленные участки дорог в городе Якутске, раздают листовки пешеходам и проводят профилактические беседы с родителями и их детьми. С началом учебного года у нас в день 3 раза, то есть утром, когда дети идут в школу, днем, когда они сменяются, и вечером, когда они заканчивают, на пешеходных переходах вблизи общеобразовательных учреждений у нас выходит пеший наряд. То есть инспекторы стоят на пешеходных переходах и работают с детьми, с пешеходами. Если смотреть по статистике, то с начала года у нас более 50 ДТП с участием детей, и дети получили травмы. Там есть и дети-пешеходы, дети-велосипедисты, также есть еще и дети-водители. Скверы, аллеи и памятные места – все это строится силами самих жителей и с помощью администрации столицы города. Проект «Народный бюджет» реализуется уже 7-й год. За это время построено, отремонтировано более 260 культурно-спортивных объектов, детских площадок, отремонтированы тротуары, отсняты 4 художественных фильма и напечатано много книг. Также в рамках проекта развивается волонтерское движение, проводятся благотворительные акции. Сейчас продолжается сбор заявок на участие в проекте «Народный бюджет-2022». Для того, чтобы пройти конкурсный отбор, инициаторы должны выкладывать не менее 20% от стоимости проекта. Остальная часть финансируется из средств местного бюджета. Для реализации в этом году выделено 8 миллионов рублей. 4 направления по благоустройству, строительству, по ремонту и реконструкции мест общественного пользования, проведение благотворительных, культурных, образовательных мероприятий. Могут принять участие как физические лица, так и организации, юридические, индивидуальные предприниматели. Одним из условий проекта «Народный бюджет» является вложение своих средств от общей суммы проекта не менее 20%. Эти 20% вложения населения не обязательно деньгами. Можно и свой труд, и если горожане используют оборудование, могут внести свои 20%. В образовательных учреждениях Якутии проводятся съемки фильма об особенностях образовательной системы в республике. В рамках всероссийского образовательного проекта «Образовательный союз» в стране проводится конкурс грантовых проектов «Сквозные образовательные траектории». В конкурсе участвуют педагоги, руководители и команды образовательных учреждений. По итогам будут выявлены и отобраны самые успешные практики системы образования. Победителям будет обеспечено комплексное сопровождение реализации проекта. Общий грантовый фонд составляет 6 миллионов рублей. В отборочный этап конкурса поступило около 2000 заявок из 79 регионов страны. Из образовательных учреждений Якутии поступило 40 заявок. 2 проекта прошли в финал грантового конкурса. Победителей ждет грант до 1 миллиона рублей. Плюс у нас очень много партнеров, таких как просвещение, Министерство просвещения, ну и бизнес-партнеры, которые дают свои номинации, свои призы
школам, которые победят. Но мне кажется, что здесь все-таки выиграют все, поскольку соберутся лучшие лидеры в системе образования. Будет профессиональная тусовка условно. И мы поддерживаем те проекты, которые выйдут в победители, а их будет 12 точно выйдет, плюс еще будут третьи места. Мы даем организационную, методическую поддержку, информационную. Уже на сегодняшний день, если вы зарегистрируетесь на нашем сайте, вы можете проходить курсы повышения квалификации абсолютно бесплатно. Национальный парк Ленские столбы посетила экспедиция «Байкал-Аляска». Маршрут делегации проходит по следам Амурской экспедиции 1854 года. Байкал, Амур, Охотское море, Якутск, Иркутск. Отметим, что экспедиция впервые за 4 года похода движется по воде. В это время обычно она завершалась до сентября, когда погода гораздо менее благосклонна к путешественникам. Экологический центр «Алроса» провел ежегодный субботник «Сделаем». Очистка территории прошла на 3 участках в Мирном. В этом году к акции экологического центра подключились сотрудники Комитета по имущественным отношениям, Капитально-строительного управления администрации Мирнинского комитета по охране природы. Студенты также проявили активное участие. Результатами субботника экологи остались довольны. Количество бытового мусора по сравнению с прошлыми годами уменьшилось. По мнению Алены Дьяконовой, исполняющей обязанности заместителя руководителя экологического центра «Алроса», ежегодные субботники дают положительный эффект. Люди не мусорят там, где уже чисто. Проведение субботников, проведение каких-то общественных мероприятий, да, с привлечением в том числе молодежи, на мой взгляд, на наш взгляд, способствует в целом экологическому просвещению населения, что не может благополучно сказаться в целом на жизни каждого человека в нашем любимом городе. То есть экология начинается с каждого из нас. Призываем всех быть ответственными, не мусорить там, где не надо. Православные верующие отмечают сегодня праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Это большой христианский праздник, который входит в число 12 самых важных христианских праздников после Пасхи. В этот день церковь вспоминает рождение Марии, Матери Божьей, а верующие по традиции посещают храмы, читают молитвы и ставят свечи. В Якутске праздник отметили в Богородицкой церкви, где прошла главная служба и божественная литургия. Верующие вместе с владыкой Якутским и Ленским Романом совершили вокруг храма традиционный праздничный крестный ход. В нашем городе этот праздник особенно чествуется, потому что издревле, более 200 лет назад, здесь был построен храм и посвящен нашими благочестивыми предками в память вот этого церковного события, церковного праздника Рождества Пресвятой Богородицы. На этом месте, в этом храме прошла история 2 строений: деревянного, а теперь каменного храма, вновь возродившегося в 20 веке. Вся территория вокруг прилежащая, она тоже была особой намолена. Здесь было одно из древних кладбищ города Якутска, где были захоронены почетные священники, знатные люди нашего города. Их имена мы помним, молимся о них. Но и территорию храмовую стараемся привести в тот вид, в котором она должна быть. На этом пока вся информация. О развитии событий смотрите в наших следующих выпусках. До встречи в эфире.